Доброе утро все, кто сейчас нас смотрит у экранов телевизоров, на экранах смартфонов. В эфире программа «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Сегодняшний день мы начинаем вместе с нами в студии Катерина Винокурова. И Руслан Ачиров. 29 марта на календаре, день недели, вторник. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как не стать жертвой фальшивомонетчиков. Поговорим также о финансовой грамотности вместе с нашей гостьей и узнаем имена победителей республиканского чемпионата по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Ну и, конечно же, мы призываем вас принимать активное участие в наших прямых эфирах. Напоминаем, что наш номер для вас работает 8 914 273 44 88. Ваши сообщения вы можете отправлять на этот WhatsApp номер. Ну а также с радостью объявляем, что с сегодняшнего дня мы запустили также телеграм-канал. Его найти еще проще. Достаточно открыть ваш телеграм и в поиске слитно написать «Утро Якутии». Слитно пишем «Утро Якутии», находим наш телеграм-канал. И сегодня вы также можете попробовать. Если у вас, у ваших близких есть знаменательная дата, вы можете поздравить с днем рождения, с юбилеем. Ну а мы с огромным удовольствием зачитаем их в прямом эфире. Но также свои поздравления, пожелания вы можете также присылать на наш телеграм-канал. И там у нас мы будем выкладывать все анонсы участников конкурсов, условия и так далее. В общем, будет, думаю, очень интересно. Да, так что задавайте свои вопросы также нам и будьте в курсе всех наших тем. Ну а далее знакомимся с погодой на сегодняшний день. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 10-12 градусов мороза. В заречной группе от 11 до 25. В южных 10-11 градусов, в вилюйской группе 11-20, в нижнеленских до 16 градусов мороза. В западных 9-15, в Колымо-Индигирской группе 18-34. В янских от 16 до 35, на северо-западе 20-29. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 9 градусов мороза, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно в Якутске без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит... Ну что, дорогие друзья, я думаю, что самая актуальная тема любого утра – это завтрак. Чем мы обычно завтракаем? Кашей или, может быть, простой чашечкой кофе? Но многие, думаю, наверняка предпочитают бутерброды. Мы желаем вам приятного аппетита. Думаю, что многие, может быть, придерживаются также и полезной пищи. Но вот компания Sea Eco Foods из Краснодара в течение 5 лет производит продукты питания для веганов и вегетарианцев из ингредиентов, выращенных преимущественно на Кубани и в Ростовской области. Более подробнее об отечественном производителе в следующем материале. Ассортимент изготавливаемой продукции весьма обширен. Сегодня их насчитывается порядка 40. Это соусное направление, это кондитерское направление, это молочное направление, которое мы сейчас будем возобновлять. И тофу-брикеты – это продукт переработки сои. Например, только из сои они производят сразу несколько продуктов. Из сои мы делаем паштеты, молоко, тофу, соя местных фермеров. По словам генерального директора предприятия, в ближайшее время они намерены составить конкуренцию иностранным фирмам, которые покинули Россию. Соответственно, цены на их продукцию будут дешевле на 7-10% зарубежных аналогов. При этом качество не пострадает, так как изменения в цене будут связаны со сменой поставщиков, логистики и переработкой состава продуктов. Это возможность занять те ниши, где были импортные игроки. Соответственно, часть из них ушла с рынка, часть из них стала просто дороже за счет курсовой разницы. В связи с тем, что мы используем и стараемся использовать локальное местное сырье, мы становимся более выгодной по цене. Как сообщил Дымочкин, вскоре предприятие возобновит производство соевого молока, которое было приостановлено из-за высокой конкуренции. Но вскоре потребителям удастся полакомиться сырами, соусами и десертами на его основе. А по прогнозам специалистов, объем продаж предприятия в ближайшее время вырастет в 2-3 раза.
Приятного аппетита всем, кто завтракает. Многие, наверное, предпочитают каши, другие бутерброды. Кстати, вот хлеб стал самым часто покупаемым продуктом в первой половине этого месяца, марта, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Рейтинг самых популярных категорий трат составлялся в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в текущем месяце. В список категорий вошли продукты питания, средства гигиены, товары для детей и АЗС. Помимо хлеба, также в список самых покупаемых продуктов вошли молоко, яйца, мясо, кофе. Эксперты банка отметили, что пятерка самых популярных продуктов в марте этого года осталась той же, что и в первой половине февраля и годом ранее. А вот самым популярным товаром из категории средства гигиены по-прежнему оказалось мыло. На него пришлось самое большое число кассовых чеков. На втором месте салфетки, затем идут кремы и только потом туалетная бумага и шампунь. В категории товары для детей наибольшим спросом пользовалось детское питание. Далее, в зависимости от числа товаров в кассовых чеках в первой половине марта 2022 года идут тетради, игрушки и подгузники. Ну а сейчас, несмотря на то, что мы чаще всего пользуемся картами, да, расплачиваемся ими, все равно есть место быть купюрам. Да, действительно. Но о том, как отличить фальшивку от оригинала, нам сейчас расскажет наш коллега Дмитрий Тымыров. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сейчас мы находимся в отделении Национального банка Республики Саха-Якутия. И сейчас рядом со мной сидит главный эксперт по исследованию денежных знаков. И мы будем говорить, как же различить фальшивую банкноту от оригинала. Ирина Владимировна, здравствуйте. Вот давайте поговорим, как же все-таки человеку отличить фальшивую банкноту от настоящей. Да, здравствуйте, Дмитрий. На самом деле Банком России разработан очень большой защитный комплекс банкнот. Сегодня на примере 5000-ной купюры мы посмотрим, какие признаки можно проверить без специальных приборов. То есть вы, как простой гражданин, получив банкноту, можете ее проверить. Так, ну... Ощущайте, трогайте вот штрихи. Ну, я чувствую, да, здесь есть какие-то неровности, и Да, бумага вот будет... надпись «Билет Банка России». Трогаете прям руками, да? Тоже на ощупь, да? Да, Да, ну, вот да. это одна из защит, это повышенный рельеф. Потом есть такой признак, который вы можете проверить совершенно простым способом, используя свой мобильный телефон. Включите фонарик, пожалуйста. Поместите источник света позади банкноты. И вот вы видите, то есть нет, вы наоборот, на себя. Вот вы видите водяной знак, который имеет плавные переходы от темных к светлому. Да, покажем вот, на камеру покажем, как можно вот тут просвет видим, да, получается? Да, на просвет. А только с этой стороны, да, этот просвет? Ну, просвет вы, получается, источник света помещаете позади банкноты, сразу смотрите водяной знак и можете посмотреть микроперфорацию. Микроперфорация расположена вот как раз около герба города Хабаровск. Это абсолютно ровные, да, вот здесь она расположена, ровные отверстия, которые изготавливаются, значит, особым приспособлением, да, они абсолютно ровные и имеют изображение в виде номинала. Вот, например, если у нас 5000-я банкнота, то там 5000. То есть они должны быть абсолютно ровные, и когда вы трогаете вот таким образом банкноту, шероховатости не должно ощущаться. То есть фальшивомонетчики, поддельщики, да, когда пытаются изготовить этот защитный признак, используют какие-то приборы, которые проколы делают, и все. То есть получается шероховатость на этом месте. Также мы еще можем с вами посмотреть, вот защитная нить, очень тоже защитный элемент, очень интересный, да? Она внедряется в саму бумагу и имеет вот такой выход на поверхности, да? И там вы видите изображение чисел 5000 в виде номинала, да? Когда вы покачиваете банкноту вот таким образом, смотрите, Дмитрий, да? У вас получается цифры перемещаются относительно друг друга. Добиться подделки вот такого эффекта тоже очень сложно. Еще есть такой защитный признак, как кип-эффект, скрытое изображение, да? Вот смотрите, вот на этой защитной ленте
Когда вы покачиваете банкноту под свое зрение, вы должны увидеть две буквы РР, что обозначает российский рубль, да? То есть либо темные буквы на светлом фоне, либо наоборот на светлом фоне темные буквы. Вот такие защитные признаки. И вам, как простому пользователю, да, разработал Банк России мобильное приложение, которое вы можете скачать на свой мобильный телефон абсолютно бесплатно. Это вы всегда можете обратиться к этому приложению, если позабыли признаки подлинности. Заключается краткая работа приложения в том, что вы наводите на банкноту и вам подсказывают, какие признаки проверить. Действительно, надо быть всегда очень осторожным предельно и знать, как отличать фальшивые купюры от настоящих. По итогам 2021 года в банковском секторе Якутии выявлено 20 поддельных банкнот, что в 2 раза меньше, чем годом ранее. В большинстве случаев фальшивомонетчики подделывают крупные рублевые купюры. Так, среди обнаруженных подделок 10 пятитысячных рублевых купюр и по 2 номиналом 1000 и 2000 рублей. Кроме того, обнаружена одна фальшивая 100-долларовая банкнота. В 2022 году было выявлено 9 таких банкнот. А ты вообще сталкивался с фальшивыми купюрами когда-нибудь в своей жизни? Ну, я нет. Мне как-то пронесло. Повезло. Да, я тоже. Но я обычно, знаешь, всегда бдительна и на всякий случай так проверяю, смотрю на свет. И, ну, мало ли что, да, если это дело касается крупных каких-то купюр. Конечно, и мы рекомендуем также быть аккуратными нашим телезрителям. Всегда будьте внимательны, когда имеете дело, особенно с крупными, действительно с крупными финансовыми рублевыми купюрами. Да, так, если у вас есть какая-то новость, информация, да, если вы столкнулись с каким-то таким вопросом, можете нам написать, мы чем-нибудь вам, возможно, и поможем. Ну а далее мы ненадолго прервемся, после чего поговорим о финансовой грамотности вместе с Розалией Борисовой и ожидаем гостю в нашей студии. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия! Скидку 20% на проезд в купейных вагонах железных дорог Якутии по всем направлениям продлили до конца этого года. Решение принято в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения транспортной мобильности. С учетом индексации тарифов на пассажирские перевозки с 1 января и скидки 20%, проезд по маршруту Нижний Бестях-Владивосток теперь обойдется пассажиру в 7689 рублей. Из Нижнего Бестяха до Иркутска можно будет доехать за 8098 рублей, до Благовещенска за 5133 рубля. Проезд в Нерюнгри составит 2168 рублей, до Тынды 3009 рублей. В Якутске продолжается работа по обучению персонала Республиканского кардиососудистого центра. Так, для подготовки кадров уже 2-ю неделю в регион приезжают ведущие специалисты страны по работе с новейшим оборудованием. Кардиоцентр оснащен техническими флагманами, которые, как отмечают представители Национального центра медицины, обеспечат республике высокий уровень диагностики и лечения сердечных заболеваний. По словам генерального директора Республиканской больницы номер 1, кардиоцентр начнет свою работу уже к концу апреля текущего года в рамках празднования столетия республики. Наш центр, он будет в структуре Национального центра медицины Республики Саха-Якутия. Весь спектр оборудования также будет использован именно в лечении основных пациентов нашего Национального центра медицины. И на сегодня все специалисты готовы, наши специалисты работают уже на данных аппаратах. И надеемся, что вот скоро мы откроемся и начнем уже оказывать помощь нашему населению. На новый учебный год из 53 муниципальных образовательных учреждений на территории города Якутска 50 школ будут осуществлять прием детей в первые классы. Согласно порядку приема на обучение в первый класс для детей неочередной, первоочередной категории, а также детей, имеющих право преимущественного приема и проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. С 6 июля этого года будет осуществляться прием
прием заявлений в первый класс не проживающих на закрепленной территории при наличии свободных мест. Прием заявлений будет осуществляться в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг республики. Фестиваль серебряных волонтеров «Главное, ребята, сердцем не стареть» проходит в эти дни в Якутске. В столицу съехались серебряные волонтеры из разных уголков нашей республики. В программе фестиваля их ждут мастер-классы, психологические тренинги, выставка, работа пожилых мастеров, встречи и обмен опытом. Организатором фестиваля выступил ресурсный центр социальной защиты «Победа» при Министерстве труда и социального развития. Волонтерское движение среди граждан старшего возраста России получило свое развитие в рамках проведения 22-х Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. В Якутии движение серебряных волонтеров получило свое начало в 2018 году. Спасибо коллегам. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24, НВК Саха. Ну и мы продолжаем. Сегодня хотелось бы напомнить, что мы запустили свой телеграм-канал, где всегда будут самые свежие анонсы, новости, конкурсы, информация об участниках. Ну а также во время каждого эфира вы также помимо номера нашего WhatsApp можете отправлять туда поздравления ваших близких с днем рождения, с юбилеем. Ну а в целом мы предлагаем вам, конечно же, подписаться на наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе. Ну а мы продолжаем тему финансов. Вопрос финансовой грамотности был актуален всегда, а ведь фальшивомонетчики существовали практически во все времена с момента создания монеты и валюты. Сейчас во многих школах страны проходят классные часы и тематические уроки под названием «Финансовая грамотность». Их проводят как сами учителя, так и специалисты банковской сферы и правоохранительных органов. Ведь в последние годы из-за развития цифровых технологий и площадок неумолимо растет количество киберпреступлений. В связи с этим этот вопрос также остается актуальным. Сегодня у нас в гостях руководитель информационно-образовательного центра «Смарт-библиотека 203» Роза. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите Роза нам... Борисова, да. Ксенофонтова. Было бы странно, если бы у Розалии не было бы фамилии. Розалия, Я, кстати, еще даже забыл же. Я же рассказал про телеграм-канал, а как его найти, прям как на деревне дедушки. Друзья, в поиске телеграма пишите «Утро Якутии» слитно. Все, ждем новых подписчиков. Да. Ну и, конечно, Розалия, доброе утро. Доброе утро еще раз. Розалия, расскажи, пожалуйста, про свой проект, на что он направлен. Да, как уже сказали, с 25 марта по... марта. Да, по 15 апреля. Что скажешь, это утро, да? Все мы немножко ошибаемся. Да, по 15 апреля в нашей стране проходит Российская неделя финансовой грамотности. И поскольку библиотеки уже не первый год работают по этому направлению, мы не могли, конечно же, остаться в стороне. Наши мероприятия уже начались. Проходят они по практически всем библиотекам нашего города. Их у нас 18. Вот, да. Мероприятия уже прошли в эту субботу, предположим, по личному финансовому плану для взрослых и для детей финансовая игра. И, конечно же, очень важно прививать детям уже с раннего возраста, да, знания по финансовой грамотности, и не обязательно это должны быть какие-то серьезные разговоры с родителями, это все должно быть в игровой форме. Вот. И в эту субботу в нашей смарт-библиотеке тоже пройдет аналогичная встреча для детей от 12 лет. «Мои финансы» называется, то есть в этой игре дети учатся покупать, потом считают, это у меня расход или это у меня доход, и в самом конце они выходят либо в плюс, либо уходят в минус, и уже понимают, да, ой, не надо было мне, оказывается, там что-то покупать. Вот. А для взрослых очень актуальна на сегодняшний день тема — это уменьшение кредитной нагрузки, что такое кредитные каникулы, стоит их брать или нет, и, конечно же, тема банкротства, да, то есть тоже плюсы и минусы. Вот. И еще у нас пройдет чемпионат по монополии для детей и для взрослых. То есть кто любит настольные игры, мы приглашаем вас. Это пройдет через неделю в субботу. Также будут встречи в других библиотеках по пенсионной системе, также по личному финансовому плану. А так все эти мероприятия можно посмотреть на нашем сайте cbsekt.ru. Это сайт библиотек города Якутска. Там есть афиша, и все мероприятия у нас там
есть. То есть мероприятия, они направлены на возрастные категории всех граждан, Да, получается, обязательно. Для детей от 6 лет у нас по мультикам, 6 которые даже. мы выпускаем финансики, мультики. И по сценарию этих мультиков тоже у нас проходит мероприятие для детишек, вот для первоклашек, да, совсем для малышей. И от 12 лет, потом для детей постарше это уже бизнес, то есть могут ли зарабатывать дети, могут ли открывать какое-то свое дело. И, конечно же, для взрослых это у нас и кредитная нагрузка, и семейный бюджет, личный финансовый план, пенсионная система для людей у нас постарше. Вот примерно так. Ну, вы упомянули мультфильмы, да? Они о финансовой грамотности, их было 6 серий, по-моему, да? На сегодняшний день 8 уже. Уже 8. Да. А кто вот пишет сценарий и как вообще рождается такой материал? Ну, у нас была идея, то есть то, что детям нужен какой-то материал для того, чтобы изучать, да, вместе с родителями, может быть. Мы начали переписываться с Якутским финансово-экономическим колледжем. С ними сделали небольшую разбивку по темам. В нашей библиотеке есть библионяне. Вот, именно они пишут сценарии. Наши работники смарт-лаборатории занимаются как раз-таки прорисовкой и анимированием наших Бельчат, Беллы и Проши, и их родителей, да, как раз сейчас могут видеть наши зрители. И в каждой теме разрабатывается какой-то определенный сценарий, что такое деньги, откуда появился рубль, как можно накопить на что-то. Вот я хочу телефон, а у меня денег нет, родители дайте, а ему предлагают, а давай-ка ты накопишь, а часть суммы мы тебе там дадим. Вот. И таким образом через каждую серию можно научиться каким-то определенным темам. Мы слышали, что вы еще работаете над якутской версией. Мы работать будем не над якутской версией, а мы хотим новый мультик, который будет детей учить якутскому языку. Да. Прям обучающий. Да, мультик. обучающий якутскому языку мультик хотим Что сделать. это за мультик? Приоткройте нам немножко тайну. Уже, может быть, герои какие-то выбраны. Да, героев пока что нет, но у нас есть маскот смарт-библиотеки, это олененок такой, Олли называется, и мы думаем, что он станет таким неким главным героем, который поможет детям учить якутский язык. Вот. Также у нас есть уроки по финансовой грамотности в нашей онлайн-школе. Это 11 уроков. И начинаются уроки с личного финансового плана, семейного бюджета. То есть, когда мы говорим о финансовой грамотности, сразу нам хочется как-то перепрыгнуть в сторону накопления денег, да? Но чтобы дойти до этого этапа, конечно же, сначала нужно сесть и посмотреть на свой бюджет. То есть у нас больше расходов или доходов, где мы сможем снизить кредитную нагрузку. Может быть, у нас есть очень много того, что мы могли бы не покупать, да, то есть непредвиденных каких-то расходов. И потихоньку через каждый урок мы приходим к тому, что мы можем начать копить, просто копить, либо там в банк сдать деньги, да, открыть вклад, счет какой-то, либо начать вообще инвестировать, покупать какие-то пакеты акций, облигаций и так далее. Ну и, конечно же, не остается в стороне и тема страхования. Правильно я понимаю, что родитель с ребенком может прийти к вам в смарт-библиотеку, да, и записаться, и как бы пройти обучение сам, и как бы для ребенка. Да, это совершенно верно можно сделать. Если хотите даже классом родители, да, записать, обычно так происходит в школах, то можно позвонить в библиотеку, сказать, что вот мы хотим какое-то занятие по финансовой грамотности, и мы с ними обсудим дату, время, подготовимся и проведем, конечно же. Розалия, ну скажи, вот у вас периодически проходят мероприятия, да, по финансовой грамотности в ваших библиотеках и филиалах. Насколько сегодня люди финансово грамотные, насколько они хотят приходить на подобные мероприятия? Как я уже сказала, когда дело касается финансовой грамотности, самая такая востребованная тема – это инвестиции. Все хотят начать инвестировать, покупать акции, войти в этот фондовый рынок, начать что-то делать. Вот. И мы, конечно же, в этом вопросе тоже помогаем людям. У нас есть волонтеры по финансовой грамотности, которые прямо разжевывают, рассказывают очень подробно и очень просто, да, такую сложную информацию, потому что не каждый может сразу же начать инвестировать. Это такой многоэтапный, можно сказать, процесс. И хочется с радостью еще сказать о том, что в рамках вот этого проекта больше 30 библиотекарей нашей сети прошли обучение, обучение, которое дает им право
проводить самим такие мероприятия по финансовой грамотности. Вот. Что ж, Розалия, спасибо огромное за участие в нашем эфире. Напомним, что в библиотеках «Смарт» в эту субботу пройдут мероприятия по финансовой грамотности «Мои финансы». Поэтому, чтобы наши финансы не пели романсы, обязательно посетите мероприятие. Спасибо, Роза. Спасибо. Но в ближайшие 3 года человечество увидит вспышку от слияния 2 черных дыр в другой галактике. Таковы результаты моделирования ученых из Китая и Канады. Если слияние произойдет, это будет уникальным событием для мировой астрономии, поскольку слияние черных дыр ни разу не наблюдали, предсказав заранее. Слияние вызовет вспышку света, а также другого электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Кроме того, астрономы ожидают мощные гравитационные волны и нейтринный поток, который может многое рассказать ученым о процессах внутри атомов при таких экстремальных условиях. По расчетам ученых, слияние произойдет в период от 100 до 300 дней или по другому методу анализа до 3 лет. Стоит отметить, что их вывод еще не подвержен другими исследователями, но многие астрономы начали бронировать время телескопов для наблюдений, чтобы проверить предсказания. Ну а ремонтные бригады в соборе Нотр-Дам обнаружили древнее кладбище, заполненное гробницами, в том числе полностью сохранившийся свинцовый саркофаг в форме человека. Саркофаг был погребен под центральным нефом, где бригады копали ямы для установки строительных лесов, необходимых для восстановления крыши и шпиля собора, которые рухнули во время пожара. В дополнение к надгробиям и свинцовому гробу археологи также обнаружили раскрашенные скульптуры и бюст неопознанного бородатого мужчины, части оригинальной ширмы 13 века, богато украшенной перегородки, которая отделяет алтарную зону от нефа, а еще остатки кирпича от подземной системы отопления 19 века. Министерство культуры отметило, что место раскопок находилось под слоем камня, который датируется 18 веком, а под ним были более древние уровни, датируемые еще 13 веком. Собор Нотр-Дам планируют открыть на Пасху 2024 года. Вот такие вот новости из мира науки. Открытие, сделанное французами, учеными, сыграет свою роль и, возможно, внесет что-то новое в историческую науку. Да, ну а далее давайте узнаем, чем знаменателен в истории этот день, 29 марта. На календаре 29 марта. Сегодня отмечают День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России, День самопознания, Международный день русалки, День фортепиано. По народному календарю сегодня отмечают Савин-тележный день. В этот день православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в III веке. На Савина нужно было посвятить день телеги, осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: «На Савина сани покинь, телегу подвинь». Санный путь к этому времени уже полностью разрушался. Пора было пересаживаться на летний транспорт. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой. События в этот день. Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора. Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина». День рождения Кока-Колы. Создан рецепт этого популярного в мире напитка. Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. В Лиссабоне открыт самый длинный европейский мост. В этот день родились Алексей Михайлович Романов, русский царь, отец Петра I. Дмитрий Бибиков, российский военный и государственный деятель. Лаврентий Берия, советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина. Станислав Говорухин, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель. Юлий Буркин, российский писатель, журналист, поэт, рок-музыкант. Владимир Пресняков-младший, советский российский эстрадный певец, композитор, актер. Именины сегодня отмечают Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.
А мы поздравляем всех именинников этого дня. Если вы хотите поздравить кого-то, можете писать на наши номера, которые видите периодически на своих экранах. Также, если у вас есть чем-то поделиться, мы ждем ваши сообщения. Да, ну а далее мы хотели бы представить вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Говорим правильно». И какое слово сегодня мы будем разбирать, давайте посмотрим. Доброе утро, дорогие телезрители. Я надеюсь, среди вас много тех, кто увлечен футболом. Но даже если вы совершенно равнодушны к этой игре, то прекрасно знаете, что самый главный праздник любителей футбола – это международный чемпионат мира. А, наверное, еще многим из вас известно, что международный чемпионат мира по футболу еще называется «мундиаль». Откуда же взялось вот это слово «мундиаль»? Слово «мундиаль» имеет латинское происхождение и переводится с испанского языка как «всемирный» или «мировой». Когда же появилось слово «мундиаль» для обозначения чемпионата мира по футболу? А появилось оно в 1982 году, когда чемпионат мира по футболу принимала Испания. С легкой руки организаторов и дизайнеров, которые использовали в рекламных целях слово «мундиаль», это слово полюбилось сначала болельщикам, а затем стало приятно всем любителям футбола. Это слово «мундиаль» включили в свои кричалки болельщики, а комментаторы начинали с него свои репортажи. Постепенно это слово закрепилось в нашем речи, и сейчас чемпионат мира по футболу можно назвать кратким и красивым испанским словом «мундиаль». А еще «мундиаль» можно назвать не только соревнования по футболу, можно сказать еще и баскетбольный «мундиаль». Давайте говорить правильно. Всего доброго. Ну что, вот мы узнали о происхождении слова «мундиаль», но ничто так не помогает быть грамотным, как начитанность. Но с появлением цифровых платформ сейчас многие люди стали много читать, даже если это не книга. Бесчисленные сообщения, лента новостей, нон-стоп, любимые блоги в интернете. Но, как говорят ученые и библиотекари, книги ничто не заменит. По их словам, именно чтение книг помогает человеку совершенствоваться так, как ни один другой способ. Чтение книг – универсальный способ сохранить живой ум даже в старости. Ну а сейчас несколько фактов о чтении книг. Во-первых, чтение расширяет словарный запас. Чем больше книг вы прочтете, тем больше новых слов будет в вашем повседневном лексиконе. Во время чтения глаза человека смотрят в разные стороны. Это почти как хамелеон. 95% людей читают очень медленно, примерно 180-220 слов в минуту. Это всего лишь одна страница. Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60%, при быстром – 80%. При чтении глаза читающего, глядя на разные буквы, передают разные изображения, а мозг все равно объединяет их в одну картинку. Чтение развивает ум, мы все это знаем. Люди, которые регулярно читают на протяжении всей жизни, обладают более развитым умственными способностями и лучшей памятью на всех этапах жизни. Наполеон читал со скоростью 2000 слов в минуту, а русский писатель Максим Горький со скоростью 4000 слов в минуту. А ты сколько слов в минуту читаешь? Ой, я единственный зафиксированный результат, если я не ошибаюсь, у меня, по-моему, был еще в школе, это, по-моему, 120 слов в минуту, но это было прям, по-моему, 5 или 6 класс. А у меня, по-моему, 200 было. Здорово. Сейчас, кстати, было бы интересно, да, то есть сделать такой эксперимент, сесть с секундомером и Да, кстати, проверить. Сделаем обязательно после эфира. Ну а мы вас обязательно рекомендуем вам читать чаще и делать это вместе с нашей рубрикой «Книжная полка». Доброе утро! Сегодня я посоветую вам книгу Нила Геймана «Роман «Никогде». У Нила Геймана есть определенная репутация среди любителей фантастики и фэнтези. Вы знаете, что по «Американским богам» вышел неплохой сериал.
вышел сериал также по «Благим знамениям». И в целом, когда экранизируют Геймана, обычно не прогадывают. И «Никогде» получилась немножко обратная ситуация с этим романом. Сначала Нил Гейман написал сценарий для сериала английского, который вышел в 1996 году. Затем сериал, который был не столь успешен, был переделан им в роман. И вот это было уже прекрасное решение, потому что это один из самых любимых романов у Нила Геймана среди его фанатов до сих пор. Роман вышел в 2009 и занял, скажем, свое место среди лучших его произведений, в том числе среди сыновей Ананси, среди названных американских богов. О чем же этот роман? Как всегда, о магии среди повседневного, о том, как герой проходит испытания самые различные и становится героем с большой буквы, о том, что Лондон делится на верхний и нижний, потому что сам Гейман долгое время жил в Англии, потом он переехал в Америку, но навсегда в его книгах осталась магия Англии, магия необычного такого английского общества, лондонского стиля, я его так тоже могу назвать. Ричард, главный герой, попадает в Нижний Лондон, где вынужден проходить разные уровни, скажем, сложности. Его преследуют интересные, мощные, хорошо прописанные враги, Круп, Вандемар, потом там оказывается целый заброшенный мир со своими ангелами, со своими волшебными существами. Поэтому я эту книгу вам рекомендую. Среди всего фэнтези, которое вы сегодня можете найти, Нил Гейман считается в приоритете, он считается одним из мэтров наравне с Терри Пратчеттом. Вот. И если вы долго думали, с чего бы начать знакомство творчеством Нила Геймана, то можете начать с «Никогде». Переводится, да, «Neverwhere». Но я считаю, что в этом романе, который, посмотрите, довольно небольшой, в целом вы можете прочитать его очень с большим энтузиазмом, энергично, без затяжек. В этом романе есть все, что лучшее можно увидеть у Нила Геймана. Такая мистическая, загадочная атмосфера из романа «Океан в конце дороги», динамика, бешеная динамика из американских богов, добрый, хороший герой из сыновей Ананси. И вот это все есть в этом романе. Ричард проходит инициацию. Вам любой филолог скажет, что это. Сначала он никто, потом он становится человеком, потом он становится сильным героем, и, наконец, он становится героем, который решает проблемы. Все, этот путь весь показан в этом прекрасном романе. Поэтому берите его, читайте, он есть и в библиотеке в нашей, и, соответственно, я думаю, что с этой книги вы можете начать свой путь в фантастику и фэнтези. Спасибо, Максим. Ну а далее у нас очередь самых актуальных новостей к этому часу. Мы передаем слово нашим новостным обозревателям. Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» открыли продажу субсидируемых авиабилетов внутри республики на полеты с июня по октябрь этого года. Билеты по льготным тарифам могут купить жители арктических районов, имеющие местную прописку, участники программ «Земский доктор», «Земский учитель» и региональной программы по предоставлению жилья учителям и медработникам. Авиакомпания «Якутия» продает субсидированные билеты из Якутска в Батагай, Депутатский, Оленек, Среднеколымск, Тикси, Чукурдах и обратно. Цены варьируются от 9100 рублей до 12700 рублей. Полярные авиалинии предлагают билеты стоимостью от 8800 до 23050 рублей из столицы республики в Батагай, Зырянку, Саскылах, Среднеколымск, Тикси, Черский, Белую гору, Мому, Усть-Куйгу, Саккырыр, Жиганск и обратно. Пятые республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики» собрали 70 детей из 10 арктических районов республики, где проживают коренные малочисленные народы Севера. Участники соревнуются по 7 видам спорта: прыжки через нарты, нори, метание аркана, венкийский футбол, бег на широких лыжах, северная борьба, национальные настольные игры «Хабылык» и «Хамыска». Поддержание таких мероприятий это всегда приносит удовольствие, ведь это же
не просто спортивное мероприятие, это же мероприятие, которое позволяет нам на сегодняшний день сохранять традиции наши народные, местных детишек, которые проживают в местных условиях. То есть это такое серьезное, считаю, мероприятие. Мы помимо организации вот таких мероприятий проводим ремонты, реконструкцию учебных учреждений, спортивных площадок. Большое количество, большая благотворительная программа, которую ведет компания «Транснефть». 12 команд из 11 наслегов приняли участие в ежегодных соревнованиях среди охотников Баянай, которые проходили в Амгинском районе. Команды соревновались в разборке и сборке автомата МЦ-2112, в прорубании лунки, в разведении костра, кипячении чая, отвечали на вопросы интеллектуальной викторины, а также приняли участие в эстафете. Кроме этого, прошло личное первенство по заезду на буране. По итогам, набрав наибольшее количество очков, первое место заняла первая команда Чекырского наслега. Следует отметить, что от этого наслега ежегодно принимают участие 2 команды. Все победители соревнования были награждены денежными призами. Команда-победитель представит Амгинский улус на республиканских соревнованиях. Данное мероприятие в нашей республике проводится уже в 10-й раз. Впервые День охотника был учрежден главой республики в 2012 году. Вот получается, это юбилейное мероприятие у нас. Сегодняшнее мероприятие у нас проходит по положению по республиканскому положению, которое будет проходить 1-2 апреля в Чурапчинском районе, в Чурапче. И вот победившая команда у нас получает шанс поучаствовать на республиканском состязании. У меня на этом вся информация. А еще один зрелищный и захватывающий вид отдыха якутян зимой и ранней весной – это подледная рыбалка. Якутия богата как на водоемы, так и на разновидности рыб. А традиции подледной рыбалки передаются нам, северянам, с раннего детства. Действительно, прошедшие выходные были очень насыщенными. В субботу был Хараян, а в воскресенье я побывал на одной из таких вот рыбалок в селе Актем Цихангаласского улуса, где состоялись детские соревнования «Рыбалка Актем». Я даже попробовал состязаться в отцовском конкурсе по бурению лунок. Ну а что из этого получилось, давайте посмотрим прямо сейчас. Участники соревнований – школьники от 10 до 15 лет, в основном из Хангаласского улуса. Но некоторые специально приехали из Намского и Чурапчинского улусов. 5 лет назад мы организовали рыбалку «Актем», чисто для рыбалки. И потом подумали, что нету таких соревнований для детей. Наряду с детьми соревновались и их отцы. Именно они передавали свой опыт, секреты подледной рыбалки своим детям. И для отцов самая сложная и трудоемкая часть рыбалки – бурение на время лунок. 1,5 метра, а именно такова толщина льда, поддались ручным бурам и сноровке отцов за считанные минуты. Наш ведущий Руслан Ачиров тоже решил принять участие в конкурсе. Закончили. Я пойдем до конца. Будем здесь рыбачить. Но преимущество оказалось явно на стороне участников, подготовленных как технически, так и физически. Анатолий Павлов и его племянник Равиль готовились к соревнованиям основательно. На какую наживку ловить, какие снасти использовать, планировали заранее. Он нынче первый год, конечно, участвует. Мы начинали летнее. Вот нынче с осени начали уже в подлетку. Как его, обучаю. Мы тоже летом на спиннинг, на удочку рыбачим. И вот зимой тоже решили спортивный, как на мормышку обучимся. Теперь нынче же, последующий год будем уже постоянно участвовать. Закончили! Все собираемся сюда, удочки вытаскиваем. Самая крупная рыба, пойманная в этот день, оказалась весом 267 грамм. Именно по весу и размеру улова жюри определяло победителя соревнований. 300 миллиметров, 310. 270, 266, 267.
Самому юному участнику соревнований Диме Наумову всего 9 лет. И вместе с первым уловом в качестве приза ему вручили и первую дичь – глухаря. И хотя главные призы достались не всем, победителем себя почувствовал каждый. Ведь кроме первого улова, нового опыта, мальчишки и девчонки получили заряд позитивного настроя, а главное, ощутили поддержку своих отцов и приобрели нужные жизненные навыки. Туяра Филиппова, Руслан Ачиров, Семен Афанасьев, Хангаласский Луз. Да, действительно, но полную версию этого сюжета будет в передаче «Испытано на себе». Уже после того, как я пробурил лунку, подошли ребята, и оказалось, что у меня просто были затупленные ножи, но я занял последнее место, но нисколько не жалею, потому что получил кучу отличных эмоций и провел выходной на свежем воздухе. Да, ну и главное, получил опыт, и, значит, в следующий раз обязательно получится. Конечно. Мы продолжаем. Ездовые и грузовые нарты, охотничьи лыжи, предметы быта и сувениры. Школьники отдаленного поселка Угаян Белецкого наслега могут изготовить сами и все своими руками. В настоящее время идет работа над проектом по созданию музея под открытым небом. Экспозиция воплотит традиции и быт эвенков. Горизонты для мастерства стали бескрайними с открытием при школе Центра детского творчества. С коллекцией уже имеющихся шедевров ознакомилась наша коллега Татьяна Вахнина. Нарты – это ездовые, они легкие, это ездовые, а вот заготовка грузового нарта. Мы их потом вот вязами, вот видите, из веток вязы делаем. Эти нарты изготовлены школьниками в мастерской Центра детского творчества поселка Угаян Белецкого наслега. Нарты явились результатом совместной проектной работы учеников 9, 10 и 11 классов. Высот в освоении навыков достигают и младшие товарищи старшеклассников. Они ремонтируют мебель, мастерят сувениры и предметы быта. Например, вот эти разделочные доски и карандашницы созданы пятиклассниками. И это у нас работы младших классов. Вот они вот, пока это не докончились, до 9 мая они вот эти чертку докончат. Учитель Анатолий Валерьевич хочет, чтобы его ученики во взрослой жизни что-то умели. И уже сейчас ребята умеют многое. Вот охотники делаются вот из таких заготовок вот. Вот их будем стругать. Дерево есть, из ели делается. Он более гибкий. Изгибать. Здесь тоже своя технология, как сгибается. В Центре детского творчества проходят уроки технологии у школьников. Центр при школе образовался в 2020-м, в год 90-летия школы. Его открытие стало возможным благодаря поддержке Управления образования, власти и спонсоров. Здание сооружено методом народной постройки. Мастерская у нас разделена на две части. Это для мальчиков и для девочек. В соседней мастерской центра будущие хозяйки учатся готовить и рукодельничают. Девчонки осваивают разные виды творчества. Шедевров в коллекции масса. А это макет музея под открытым небом. В будущем экспозиция, рассказывающая о быте и культуре эвенков, появится в Угаяне. Здесь у нас отражается наша кочевая жизнь. Вот эта зона как бы верования и традиций, и даже спортивная вот зона по бокам, да, располагается. А это у нас хозяйственные постройки, где наши предки вот держали, хранили свои как бы сокровища, продукты, да. Школа Угаяна малокомплектная. Наиболее многочисленным является 10 класс. В нем 10 учеников. А самый маленький – 6, где учатся 4 человека. В этом году 11 класс тоже перешли на федеральные стандарты второго поколения. И с осени мы переходим на новые, обновленные стандарты уже 3-го поколения. Педагоги ставят акцент как на творческое, так и интеллектуальное развитие. В олимпиадах и конкурсах юные угаянцы показывают глубокие знания и обширный кругозор, хотя отдаленность поселка ограничивает возможность выезда в райцентр. Впрочем, остроту вопроса школе удалось снять. В марте этого года мы приобрели новый транспорт. Это радость для всего нашего коллектива, для всех детей наших и родителей.
Сегодня в школе Угаяна в 11 классах обучаются 60 мальчишек и девчонок. Стоит отметить, что ребята стремятся получить общее среднее образование. После 9 класса уходят совсем немногие. Татьяна Вахнина, поселок Угаян, Алданский район. В столице республики в эти дни прошли сразу 2 турнира по шахматам, входящие в цикл всероссийских соревнований. Это первенство республики по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет и республиканский командный турнир по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений. Сегодня мы об этом будем говорить с нашими гостями. Да, у нас в гостях Роман Ганжуров, старший тренер сборной Республики Саха-Якутия по шахматам, и победитель первенства юных шахматистов Екатерина Павлова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Роман Владимирович, здравствуйте. Расскажите о значимости проведения этих соревнований. Эти соревнования действительно очень значимые, действительно, правильно сказали, всероссийский размах имеют финальная часть. И данный этап был подготовкой, отбором к нему. Ну и, в общем-то, хорошей возможностью юным шахматистам еще раз поиграть, посоревноваться. Катюша, вот расскажи нам, как ты сегодня проснулась, с каким настроением, что почувствовала после соревнований, да? Угу. Ну, как у тебя настроение? Хорошее. Ага. После соревнований что чувствуешь? Я думаю... Ага. Как давно ты занимаешься? Как давно ты занимаешься шахматами? С 4 лет. С 4 лет. А сейчас тебе сколько? 7. 7. То есть уже 3 года, да? Ага. А почему вот ты выбрала шахматы? Ты сама выбрала? Или мама тебя привела? Мама. Ага. И тебе нравится? А что больше нравится в шахматах? Игра. Игра? А у тебя вот сегодня очень красивый наряд. Расскажешь нам про свое платье, про свой костюм? Это фигура шахматная у тебя, да? Угу. Как называется? Король. Король? Здорово. Угу. Ну ты у нас, наверное, королева тогда, да? А? Кто тебе такой замечательный костюм сшил? В садике. Кто? Елена Еремеевна. Роман Владимирович, ну мы постоянно всегда с вами говорим, когда вы к нам приходите, да, на эфиры. Вот на сегодняшний день как много детей хочет заниматься шахматами, насколько они вовлечены в этот вид спорта? Да, мы наблюдаем приток интереса к шахматам в последние годы, даже несмотря на вот ограничения. Сейчас, может, вот эти первые соревнования, они были не столь массовыми из-за того, что давно не было соревнований, и не все там не успели провести отбор, может быть, да, как-то наладить сейчас вот эту работу снова. Тем не менее, в шахматах есть свои плюсы, то, что есть возможность онлайн и заниматься, и играть с другими шахматистами с разных концов там, мира. Ну вот пандемия как-то повысила спрос на шахматы? Ну, в общем, да, у нас достаточно стабильные дети занимались по республике, то есть мы охватили этот момент. То есть не сказать, что там много бросило, там, занятия были, и соревнования даже были. И опять же, повторюсь, с разными регионами, другими, то есть не только внутри республиканских. А скажите, а есть ли у нас среди якутян именитые шахматисты? Ну, у нас вообще исторически пока не было ни одного гроссмейстера, это высшее шахматное звание. Но у нас было несколько мастеров, международный мастер по шахматам был, мастера спорта СССР еще. И вот сейчас у нас порядка 8 мастеров ФИДЕ. И надеемся как раз-таки на новое поколение, что они пробьют вот этот мастерский потолок и станут большими мастерами. Гроссмейстер так переводится. Скажите, а со скольки лет вот можно ребенку начинать играть в шахматы? Можно вот как раз с 4, с 5, такой возраст, когда они способны уже. Главное им на этом этапе усидеть за доской, захватить их внимание нужно преподавателю, а дальше они схватывают все достаточно неплохо в этом возрасте. Ну и как записаться к вам можно, да? Да, можно записаться. Есть несколько школ в городе. Вот, например, шахматная гимназия есть. Есть шахматный центр на Ярославского. Есть дворец детства. В общем, кружки есть. Записаться можно. И даже можно в конце учебного года. Потому что летом тоже многие проводят так или иначе в разной форме занятия. Кать, поделись своими планами у тебя. Вот, о чем мечтаешь? Кем, может, мечтаешь стать?
Врачом. Врачом? Ага. А шахматами хочешь заниматься дальше? Да? Как хобби, да? Что ж, уважаемые гости, спасибо вам за участие в нашем эфире. Катя, тебе, конечно, дальнейших побед, только вперед, пусть обязательно твои мечты исполнятся. Спасибо вам. Желаем еще раз доброе утро и благодарим за то, что пришли на наш эфир. Удачи, Спасибо за успехов, приглашение. да, и вам, и нашим ребятам. Ну, а наш эфир подходит к концу. На этом мы с вами не прощаемся, а говорим до завтра. Так? Да, конечно. Друзья, мы также напоминаем, что сегодня у нас знаменательный день. Сегодня мы запустили наш телеграм-канал. Там будет достаточно удобно, если вы подпишетесь, вы будете участвовать автоматически во всех наших эфирах, будете в курсе всех событий, конкурсов, которые мы планируем, конечно же, проводить. И можете отправлять туда поздравления своих близких с днем рождения, с юбилеями и со знаменательными датами. Ну а мы, конечно, их будем зачитывать в прямом эфире. Да, ну а завтра в нашем эфире мы поговорим о поддержке туризма, о кэшбэке за отдых, сколько можно вернуть денег за потраченный отдых и как это работает, ну и еще много разных интересных тем. На этом мы с вами прощаемся. Отличного вам дня, хорошего, продуктивного дня. До новых встреч.